Tek Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Гахский район Азербайджана. Расположенный на северо-западе Азербайджана, Гахский район граничит с Грузией. Вдоль границы протекают реки Кюмрюк, Гашгачай и Эйри-Чай. Горные озера и водопады являются украшением этих мест. На юге района наблюдается сухой субтропический климат, а в центре частично жаркий, частично влажный субтропический. Высоко в горах холодный. Летом самая высокая температура равняется плюс 41 по Цельсию. Подобная температура наблюдалась на берегах озера Аджинохур. Зимой самая низкая температура наблюдается на горных вершинах, где доходит до минус 45 по Цельсию. Заповедник Илису находится на территории этого района. В горных лесах обитают медведь, горный козел, волк, степной кот, кабан, шакал и другие животные. В районе имеются отличные условия для охоты и рыбной ловли. В Ганык-Эйри-Чайской долине основными охотничьими зонами являются равнины и предгорья. Для рыбной же ловли подходят реки Эйри-Чай, Гапы-Чай и Ганык, а также бассейн территории села Ляляли. Самые живописные места района расположены в 12-20 километрах от районного центра. Центр Гахского района, город Гах, был заложен на лесистых южных склонах гор Большого Кавказа, на берегу бурной реки Курмухчай, на высоте 500 метров над уровнем моря. Слово «Гах», выражающее название города, означает крепость, укрепление. В 6 километрах к северо-западу от Гаха среди фруктовых садов и девственных лесов расположено маленькое живописное село Акчай. В первом тысячелетии жители региона приняли христианство, но после арабского завоевания большая часть населения исламизировалась. В средние века Гах находился под властью грузинских царств, Ширвана, иранских держав и других могущественных стран. В 1562 году Гах становится столицей султаната Илису, вассального от Персии. Это небольшое государство существовало до начала XIX века. В 1803 году Гах включен в состав Российской империи, но до середины столетия сохранял автономию. В 1860-1917 годах Гах входил в особый Закатальский округ. В 1930 году Гах назначен центром одноименного района, а через 37 лет получил городской статус. Горное село под названием Илису, когда-то оно было столицей Илисуйского султаната, находящееся на высоте 1400-1600 метров над уровнем моря в 12 километрах на северо-западе от Гаха, привлекает к себе большой интерес. Термальные минеральные серные источники, расположенные в окрестностях этого села, обладают лечебными свойствами. Район многонациональный, также можно назвать «Малая ассамблея народа Азербайджана». Наш собеседник, бывший директор школы Масико Бабаджаншвили, житель села Ингилой Кютюклю Кахского района. Бабаджаншвили Масико Истович, ветеран труда Азербайджанской республики. Я 45 лет работал в школе, в том числе 35 работал директором школы. Уже 2 года уже я оставки, сейчас я пенсионер, уже пенсионер я. Пожалуйста, сейчас где мы находимся? Место скажите. Село Котокло Кахского района Азербайджанской республики. Сколько лет здесь живете? Я вообще здесь родился, здесь живу. Как вам живется? Нормально. Отношения между Грузией и Азербайджаном очень хорошо. Какие? Да. Мы всегда посещаем детальную свадьбу. Всегда, допустим, 50% Азербайджан будут, 50% Грузины. Мы такое отношение, что уже мы родные почти. А скажите, вот это селе, да, называется, или поселка у вас, сколько народностей живут, разных национальностей, представителей? Представители здесь азербайджанские много национальностей, в том числе живут грузины, это около 7 тысяч, больше 7 тысяч. Но у нас это в Кахском районе существует 6 школ, в том числе это 5 школ, уже это полусредняя школа, полусредняя. Ну, это один школа, это одна школа. Вы еще членом комиссии? Да, членом комиссии национальных отношений между Грузией и Азербайджаном. Я доволен
Да, господин Чем вы довольны? На все. И в жизни, и отношения. Я еще говорю, я очень доволен правительством. Наш президент, уважаемый президент, гарант и грузин, и других народов, в том числе. Но я это национальный грузин, но я очень доволен. Все, мы все, мы как это давно живем вместе. У нас совпадают некоторые, как говорят. И... Скажите, пожалуйста, вы знаете Кыргызстан? Как? Кыргызстан. Недавно вы знаете, что наш президент посетил Кыргызстан. Да, но это же тоже начало, не то что начало, развитие дружбы между разными народами, в том числе Кыргызстан. Развитие что вы думаете? Между народом Грузии и Азербайджана очень хорошее развитие у нас. Живем в Азербайджане. Какому президенту вы говорили? Ильхам Алиев. У вас имеете возможность продолжать свои национальные обычаи и традиции? Да, ну. У нас обычаи всегда как это свободный. Свадьбы делаете, свой национальный праздник отмечаете. Национальный праздник отмечаем, это праздник Пасхи отмечаем. Национальный праздник у нас такие обычаи, мы всегда как грузины. Во время разговора наш собеседник, пользуясь возможностью, через программу «Мост дружбы» на грузинском языке поприветствовал своих соотечественников, живущих в Кыргызстане. ახლო ურთიერთობა გვაქვს როგორც ქართველებს, ისე აზერბაიჯანელებს, ყოველთვის ჩვენ ისევად როგორც იყო როგორც ძმები, ისევად ერთმანეთს ხვდებით ქორწილში, ღმერთმა შორს გასვენებაზე ერთმანეთთან ვართ ყოველთვის აი ესე ძალიან მეგობრულად ვართ. Уважаемые телезрители, мы представляем вашему вниманию новую песню, посвященную дружбе между двумя братскими республиками Кыргызстан и Азербайджан, где упоминаются самые достопримечательные места и замечательные личности двух государств. Эту песню о дружбе исполняет народная артистка Азербайджана и Узбекистана, очень известная во всем тюркском мире, Гюлянак Мамедова. Надо отметить, что она часто выступает перед руководством тюркоязычных стран и в разных организационных государственных мероприятиях. Кстати, это не первая песня, которую она исполняет о Кыргызстане и на кыргызском языке. Скоро другую версию на кыргызском языке в исполнении Гюлянак Ханым вы увидите в видеоклипе на ваших телеэкранах. Также певица намерена специально приехать в Кыргызстан, чтобы сняться в тех местах, о которых упоминается в ее песнях. Напомним, что автором этой песни является известная журналистка в тюркоязычных странах, заслуженная деятель культуры Кыргызской республики, обладатель лауреат премии Тюрксой и многочисленных медалей, почетных грамот разных стран, всем вам хорошо известная соавтор передачи «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» Хокума Ханым Халилова. Отметим, что она 42 года прожила в Кыргызстане и в честь кыргызского народа посвятила эту песню. Известная журналистка передает привет из солнечного Азербайджана Кыргызстану во главе с президентом Садыром Джапаровым и всему кыргызскому народу и выражает глубокую благодарность. Искренне и от всей души желает процветания всему Кыргызстану и кыргызскому народу. Cennet var Kırgızistan, Kutayında Türk ülkesi, can dostum var Azerbaycan. Türk soyludu, Türk ellidir, dili manasın dilidir. Aytma tovun diyarı, Kurmancan Datka elidir. Kan bağı var sırdaşında, bir soy var, esirler kadar boyu var, el adeti bir toy var. Ayrılmazdı ebedidir, Azerbaycan
balası, Kojumkulu Koroğlusu, Türk'ün izi ipek yolu, Isık gölü göy gölü var, sarı ozon sarı çelek, Kırgız çelik kalbimizdir, Alakozu Atabey'i, Şuşan'da cıdır düzüm var, Kan bağı var, sirdaşı var, bir tarihi bir soyu var, Əsrlər qədər boyu var, el adəti bir toyu var, ayrılmazdı əbədidir, Azərbaycan Qırğızıstan, bir yumruqdu tək ürəkdir, dostluğa sülhə qüvvətdir, sarsılmazdı birliyimiz, bir döyünür ürəyimiz, muradı gələcəyimiz, Azərbaycan Qırğızıstan, Azərbaycan Qırğızıstan. Ayrılmazdı əbədidir, Azərbaycan Qırğızıstan, bir yumruqdu tək ürəkdir, dostluğa sülhə qüvvətdir, sarsılmazdı birliyimiz, bir döyünür ürəyimiz, nurludu gələcəyimiz, Azərbaycan Qırğızıstan, Azərbaycan Qırğızıstan. Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе. Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек. Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и 4-й в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно. В университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город. Центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания 19 века, пекарни и лавочки мясников, мастерские – на каждом шагу история.
Мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. Merkezi Eskişehir'imizin Mihalıçık ilçesinden Kırgızстанlı kardeşlerimize buradan kucak dolusu... Через вас передаю свои искренние пожелания кыргызстанцам. Нам необходимо укреплять наши братские дружбы. Пусть наши дружественные отношения будут вечными. Я приглашаю вас в гости. Мы всегда готовы вас встретить с особой теплотой и искренностью. Qarabağ kompozisiyası, Azərbaycan Respublikası, ifa edirlər Mirələm Mirələmov, Kamilə Nəbiyeva və Türk dünyasının solistləri. Sevgilim seyre çıxa, burada gelir baharı. Dil açır kalbimizi, en şirin arzuları. Gül açır kalbimizi, en şirin arzuları. Anadır arzuları her zaman Karabağ. Danışan dil dolanın tercüman Karabağ. Karabağ can Karabağ ana yurdum. Anadır arzuları her zaman Karabağ. Danışan dil dolanın tercüman Karabağ. Karabağ can Karabağ
Можно ли считать талант человека или его знания ценностями? Мы полагаем, что можно, потому что он может в любой день получить за свой талант, за свои знания приличную сумму денег. Только в этом случае мы должны назвать эти ценности нематериальными. А сегодняшняя наша тема уже вы знаете. Тема, что такое богатство. Оно разносторонне понимается. Всем детям с детства всегда учили, что такое богатство. Человек должен учиться, образование получить, работать должен, чтобы богатство чтобы было, развивать. Основное богатство, что такое, возможно, даже и в школе, и дома, возможно, подробно не объясняли. Да? Человек, когда учится, развивается, и уже сам понимает, что для него это богатство. Основное наше богатство – это вера Всевышнего. После уже идет наши родители, наша семья, наши братья, сестры, окружающие, наша Родина. Все это считается наше богатство, да. Все вот эти ценности, которые намного важнее, действительно должны быть на первом месте, и человек должен это понимать и с этим жить. Кого можно считать богатым человеком? Все вопросами, которыми я сталкиваюсь, в первую очередь я действительно рассматриваю как бы с религиозной стороны, как бы, чтобы найти правильный ответ. Поэтому духовное богатство на первой очереди, как бы. Богатого человека сколько друзей должен быть? Как поговорки говорят, и это есть правда действительно, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 3 детей у меня у самого. Считаю, что то, что я есть у моих родителей, как бы это уже богатство. Мои дети тоже для меня это основное богатство тоже. Если есть возможность, свои деньги действительно не надо вкладывать там в хороший дом, там для ребенка в первую очередь дарить там, или хорошие машины. В первую очередь нужно хорошее образование дать ребенку, потому что с хорошим образованием человек всегда не только он может работать и зарабатывать, и он уже будет интеллигентный человек, который действительно будет уже работать не только во благо себя, своей семьи, но и государства, конечно. Это самое главное. Я всегда действительно выбираю друзей по духовному богатству. Воспользуясь случаем, хочу поблагодарить вашу программу. Пусть она развивается во благо наших народов. И хочу передать большой привет соотечественникам, всем, кто смотрит эту программу. Богатство – это материальные и нематериальные ценности, а также деньги, на которые эти ценности можно выменять. Тогда зададим другой вопрос. Какую страну можно назвать богатой? По этому индексу развития человека первую 7 стран возглавляют: 1 – Япония, 2 – Швейцария, 3 – Австралия, 4 – Англия, 5 – США, 6 – Израиль и 7 – Сингапур. Что значит стать богатым? Богатый человек – это человек, владеющий разными состояниями, управляющий миром, созидающий и дающий благо. Бог – небо, любовь. Воистину небесное, волшебное, божественное чувство. Эти слова близки не только по звучанию, но и по смыслу. На приведенной ниже схеме отражены все сферы жизни человека, не только материальные, но и духовные. Первое. Возьмем для примера такую сферу жизни, как здоровье. Причем здоровье как физическое, так и душевное. Второе. Благополучная семья, благополучный и процветающий род. Разве это не богатство? Благородные, то есть рождающие благо, и благодарные, дарящие благо, потомки. Разве это не счастье для родителей? Третье. Финансовое материальное благополучие. Четвертое. Благоприятные взаимоотношения с людьми отражают наше взаимодействие с окружающим миром. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Человек счастливый – это тот человек, который является частью целого. У него есть часть Родины. Одним словом, богатство – это неотъемлемая часть человека,
Это его суть, поэтому нужно сделать так, чтобы каждый, кто живет в этом мире, был счастлив. Богатство не будет вашей конечной целью, это будет всего лишь неотъемлемое состояние всего вашего жизненного пути. Это то, что вы однажды приобретете и уже никогда не сможете потерять. Богатство – это здоровье матери, уважение отца, радость детей, верность друзей и любовь дорогого человека. Если у человека есть больше, чем ему необходимо для жизни, он богат. Богатство – это не то, что человек заработал, а то, что у него осталось после текущих трат. То есть, чтобы стать богатым, нужно не просто много зарабатывать, а еще и разумно тратить, обзаводясь финансовыми и имущественными активами на сэкономленные средства. Богатство – приоритеты самого человека к отношению и пониманию жизни и возможность осуществлять успех для своей жизни, причем, как и богатство, успех является сугубо индивидуальным для каждого человека. На факультете востоковедения КАЗНУ при поддержке международной организации «Тюрксой» была открыта кафедра и культурный центр «Тюрксой». Эта кафедра призвана стать еще одним мостом сотрудничества между Казахстаном и тюркским миром. Кафедра станет и центром исследований языков тюркских народов, социально-экономических и политических процессов тюркоязычных стран. И в прошлом году на факультете востоковедения КАЗНУ имени Аль-Фараби, открытие которого было приурочено к столетию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджанского научно-образовательного центра. Различные мероприятия, конференции, круглые столы и семинары, связанные с тюркологией, уже проводятся на кафедре Тюрксой. Центр истории и культуры Азербайджана открыт посольством Азербайджанской Республики в Республике Казахстан при финансовой поддержке Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев Казахстана». Напомним, что факультет востоковедения является крупнейшим центром Казахстана по подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков. Изучение восточных языков, в частности арабского, в стенах университета берет начало с 70-х годов XX века. Сегодняшний факультет востоковедения – это признанный центр казахстанской ориенталистики, где работают высококвалифицированные педагогические кадры, осуществляется интересный и творческий учебно-воспитательный процесс, проводятся научные исследования.